день такого славного юбилея. Душевные поздравления, здоровья, счастья. Если в контексте вашей критики сказать, что сегодня нужно сделать, что сделано, много было сказано. Я бы сказал, нужно сделать одно: показать ваш жизненный подвиг всему нашему чувашскому народу, что среди нас есть именно такие замечательные, великие люди, что его жизненный путь – это именно пример гражданского подвига. Сегодня, в дни юбилея и последующие дни, ваше имя должно звучать на устах всего нашего, в общем-то, просто я скажу, трудового, героического, трудолюбивого народа. Такие тогда, как вы, будут десятки, сотни, и мы возродим свое национальное самосознание не на словах, а на деле. Спасибо вам большой, низкий поклон. Вот такой замечательный адрес на досуге от главы администрации. И вот от джентльменов или бирен чуваш, один день, тоже салам. Низкий поклон. Спасибо. Ертме жол школда Чуваш халкын история ве культурен музее ужелже. Пирен школ Павел Миронович Миронов ячепе хизиплензетнене изир школа геречухне курдыр пуленде. Кам хапал. Шакна Малданах каласы келет. Павел Миронович Миронов Иван Яковлевич Яковлев просветить асло просветителен чи асло, чи пударула, чаплы вренегенезенчен пыри. Вон интлакинеге кларнашчах, паянда школа пужа алба пыман. Выл халық университетіне шүреген эпхюзене юбилеймен кларна шенекіне гибе палаштарчы. Кугенеге Павел Миронов ширна ослылық ижзен пухи. Уфара, Оренбургра, умбет Чувашстенжен училищен умман. Шамбада внутренеш мобили шузенче комиссар Иван Яковлевич талант ученики. И Миронов утизем шутлана Уфара семинарию учителен Чувашстен семинарию учмаладис. Вот пинда тоже бундака машуда, куда шуризен помню. Уже совет власти 15. Сейчас утра земство Верховный поддержал, ну и ноябрь день Чуваш семинария учена. Прямо директора был за, ну, директор демен, инспектор был за, Суйлаза у меня Миронова. Миронов выказал выдающиеся способности по математике, так что впоследствии обратил на себя внимание ученого мира своими математическими трудами. Писал выдающийся просветитель Иван Яковлевич Яковлев о Миронове. Мы находимся возле тех зданий, где до революции работал и жил Павел Миронович Миронов. Павел Миронович Миронов — это кто такой? Павел Миронович Миронов, он один из первых выпускников Симбирской чувашской школы, созданной в 1868 году гимназистом Иваном Яковлевичем Яковлевым. После окончания Оренбургского учительского института золотой медалью он там в Оренбурге несколько лет работал, а затем с 1892 года работал здесь, в Уфе, причем вначале учителем в уездном училище, а затем в 4-классном училище сам был инспектором, по нынешнему директором первого 4-классного городского училища Уфы. Здесь учились дети среднего класса в основном, потому что дворяне, более богатые люди отдавали своих детей в гимназию, а здесь дети мещан, купцов. Ну, в то же самое время из-за того, что пользовалось училище большим успехом при Миронове, даже богатые люди отдавали своих детей сюда. Должен сказать, что здесь учились в начале века будущий художник Тюлькин, будущий известный краевед Уфы Ищериков и многие другие. После Октябрьской революции в 1918 году в Уфе была открыта Чувашская учительская семинария. И вот
первые годы в этом здании находилась даже учительская семинария. Потом дали на Тукаева большое здание, и там до 30-го года находился Приуральский Чувашский педагогический техникум. Таким образом, Миронов здесь создал вместе с учениками Яковлева Чувашский техникум. Миронов один из учеников Ивана Яковлевича Яковлева. А в Уфимской губернии еще работали, кроме Миронова, ученики Яковлева? По моим подсчетам, их составляет около 130 человек, по неполным данным. И вот они всю жизнь работали здесь с семьями, так сказать, и здесь похоронены они. А некоторые, конечно, по различным причинам уезжали на родину, здесь работали и в других местностях Уфимской, Оренбургской губернии. И вот недавно, в этом году, правительство Республики Башкортостан приняло решение, что эти исторические здания будут причислены к памятникам истории и культуры. Это святые места. Жал эбе Иван Яковлевич Инчен книга Кларастезе шутладым. Межендезен ага унжинчен пер книгада шук. В эти дни в нашей республике проходят торжественные мероприятия, посвященные выдающемуся просветителю, педагогу, организатору, общественному деятелю Ивану Яковлевичу Яковлеву. В эти дни вся общественность в школах республики изучает его жизнь и деятельность и практически поражается этому гиганту, этому уникальному человеку. Пожалуй, в истории всех народов России, в истории их культуры просвещения нет аналога такому великому человеку, как Яковлев. Ни денег, ни средств. Этот человек имел одно горячее желание – просветить свой народ. И он выполнил это желание, эту свою цель, и всю свою жизнь он занимался вот этой идеей и в том веке, и этом веке. И этот великий человек будет жить и еще в 2000 и 3000 веке. Мы благодарны этому человеку не только за то, что он подготовил много кадров, педагогов, интеллигенцию для Башкортостана, для нашей Башкирии, но мы благодарны ему за то, что его система обучения нерусских детей в школах, национальных школах, и сейчас актуальна, и сейчас она работает. И сегодня мы более 100 школ открыли именно его ученики. Чувашский просветитель, педагог и гуманист. Трудно назвать другого деятеля культуры и просвещения России, который за полувековую свою деятельность сделал для своего родного народа столько, сколько Яковлев. Еще до поступления в Симбирскую гимназию он поставил перед собой великую цель – дать возможность чувашскому народу читать и писать на родном языке и приобщить его к русской и мировой культуре. Самая многогранная и самоотверженная деятельность Яковлева была посвящена осуществлению этой благородной цели. Первые за годы учебы в Казанском университете Иван Яковлевич при содействии ученых Турколова и участия своих друзей составил новый чувашский алфавит, максимально приблизив его к русскому. Начиная с 1872 года Яковлев приступил к изданию букварей. Было выпущено более 30 изданий. Имя Павла Миронова нам дорого и тем, что мы являемся прямыми наследниками его дела, готовым кадры учителей, в том числе и для чувашских школ. Да.